Меня словили на улице и заставили идти в армию. И перед этим еще сказали, чтобы я подписывал контракт. А я болел гепатитом С. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video dari salah satu prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap, bercerita tentang perlakuan tidak pantas yang ia dapatkan dari satuan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram Mode Rusia pada Sabtu 30 Maret 2024. Saya ditangkap di jalan dan dipaksa bergabung dengan pasukan. Dan pada saat yang sama, mereka menyuruh saya untuk menandatangani sebuah kontrak. Saya menderita hepatitis C, tetapi mereka tidak mempedulikannya dan tetap mengirim saya ke perang, kata tawanan perang Ukraina, Andrei Panchesnin. Pria itu menceritakan bagaimana ia dimobilisasi paksa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang tidak mau pergi dan menolak. Mereka memiliki kondisi psikologis yang sulit. Namun apa daya, mereka yang menolak berperang diancam penjara dan diberitahu akan dipenjara, tambah Andrei Panchesnin. Panchesnin bersama rekan-rekannya bertahan di posisi selama sekitar 5 hingga 6 hari. Menurut tahanan tersebut, masyarakat sangat lelah dengan konflik ini. Saya yakin tidak ada seorang pun yang membutuhkan perang ini. Kemungkinan besar ini adalah perang Amerika, kata Panchesnin. Dia menolak keluarga Ukraina lainnya dan mendesak mereka untuk tidak bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina. Много трехсотых и двухсотых тоже есть. Целый час, когда выходили на позиции, целый час было трехсотых много. На позициях мы пробыли 5-6 дней. После в качестве как бы наблюдения, но через постоянные обстрелы и дроны мы не могли выйти и доложить обстановки, которым им там надо было докладывать, что с какой стороны идут и тому подобное, через постоянные обстрелы и дроны. У нас с собой было там пару гранат и БК до автоматов. Меня взяли в Клещеевке на одной из горячих точек. За эти позиции нам сказали, когда мы шли на задание, нам сказали, что там все хорошо, что там спокойно, но оказалось, что там все наоборот. Нас окружили, и после того, как нас окружили, нам забросили там гранату в подвал. И предложили сдаться после того, что после того мы сразу согласились, что мы сдаемся. Вот так взяли в плен. После того мы вышли из подвала и с поднятыми руками, без оружия, и сдались. Мне дали зарплату только за то время, которое я проходил учение за месяц. За месяц времени это 20 с лишним тысяч было, а те, что я был там на позиции, мне еще не приходило и не знаю, вряд ли придет. По зарплате, скорее всего, ее и не планировали давать, потому что зачем трупам деньги? Говорят, то, что тяжело очень, и потому что это война не для людей, потому что там люди как мясо просто. Там больше работает артиллерия и дроны, а люди там просто, как бы сказать, пешки. Просто мясо. Я считаю, что эта война никому не нужна. Она, быстрее всего, это война Америки. И это на мое смотрение так есть. И уже настолько все надоело, что в том городе, где я живу, что люди хотят мир, и даже и на условиях России, потому что уже много потерь, и люди устали жить все время войной. Тем, кого планируют мобилизовать, парни, не идите на эту кровавую войну, потому что здесь
здесь это ничего не решает, вы просто будете погибать и все. Здесь вы ничего не сможете сделать. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.